Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему, что вот-вот неожиданно случится, что станет для вас большой неожиданностью, удивлением, либо даже шоком. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте на самое ближайшее будущее. Пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Интересненько. Так, смотрите, мои хорошие, для вас большой неожиданностью станет, что вы самолетик поймаете. Самолетик, мечта, желание. Знаете, как не успели загадать, раз и получили. Либо вы давно загадывали, ждали, надеялись, и вот раз оно исполнится. Причем исполнится без всякого усилия, без всякого труда, вот как само в руки придет, да? Вот как будто бы этот самолет сам вам в руки летит. Вот, а вы не ждете. Либо для вас это будет прям сюрприз-сюрприз, да? Что вот исполнилось так легко, так просто, непринужденно, без всякого надрыва. Вам ничего делать не пришлось, да? Вот прям самолетик поймаете, он прям в руки вам летит. Мне идет, что что-то у вас исполнится. Мечта, желание, хотелка, что-то важное, либо что-то супержеланное, да, хрустальное. Вот именно ловите правой рукой. Легко, легко вот идет исполнение. Легко прибывает в ваши руки. Конечно, это будет неожиданностью. Это как подарок судьбы, подарок небес. И прям захочется всему миру об этом рассказать, либо перед кем-то похвастаться. Скорее всего, вы там родным, близким скажете, да, друзьям, подругам. Это хороший знак. Вот что-то исполнится, что-то вам прибудет. Дальше. Еще для вас большой неожиданностью станет, какой-то человек вам сигналы подает. Скорее всего, это какой-то тайный поклонник, либо тайная поклонница, человек, который вел себя максимально сдержанно, никоим образом не выказывал своих чувств, намерений в вашу сторону, либо наоборот казался очень отстраненным, закрытым, недоступным даже. Тут этот человек, начинает вам посылать сигналы. То есть у кого-то отыграется, что там подмигивает, улыбается, шутит, комплименты посылает, там начнет вам, не знаю, написывать, где-то раздобудет ваш номер телефона, либо ваши социальные сети и начнет вам там писать всякие приятности. У вас, буквально, глаза округлятся, и вы скажете: да ё-моё, что происходит, да? Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Ни разу этот человек себя ничем не выдал в личной встрече, да? Вот до этого мы буквально вчера виделись, сегодня виделись, вел себя, как будто бы он, равнодушный, да, вообще лишенный чувств. А тут он на тебе такое мне написывает. Не знаю, это любовь, это действительно желание общаться, желание ухаживать за вами, желание проводить с вами время. Мужчина и женщина, кстати, одинаково отыграется. Да? Возможно, вы, мужчина, смотрите мою отсыпку, и вам буквально там сегодня-завтра какая-то женщина начнет действительно посылать вот эти знаки и сигналы. И, конечно, вы будете в шоке, это, да, не совсем то, к чему привыкло общество, да, что женщина там не будет ухаживать за мужчиной, но именно это и случится. Вот. С левой стороны, конечно, ваш шок будет в шоке, но с другой стороны, я вижу, что вам это будет очень сильно приятно. То есть это не то, что ой, кошмар, он за мной ухаживает, да, либо ой, кошмар, она ко мне пристает. Наоборот, вам это будет приятно, и вы скажете: а ведь жизнь-то умеет удивить, да, судьба умеет порадовать. Мне почему-то идет, что это все очень взаимно. Да? Возможно, вы испытывали симпатию к этому человеку, либо, в принципе, да, считали, что такой человек симпатичный, интересный, возможно, не интересуется мной, но
я бы не против, да. Но вот как-то выделяли вы этого человека, и тут, представляете, этот человек вам сигналы посылает. И еще, мои хорошие, у кого-то может отыграться ситуация, что вы с этим человеком, ну, допустим, познакомились где-то на мероприятии, либо на отдыхе познакомились. Прошло достаточно времени, этот человек там не объявлялся, не появлялся, вы даже порядком успели этого человека подзабыть. И тут на тебе, да, смс-очка, либо звоночек, либо в соцсетях вам приветик прилетит. Очень будет приятно. Будете удивлены, и будет очень-очень приятно. Мне кажется, что это начало новых отношений, да, романтических отношений, ну, либо начало дружбы, да, давайте скажем так. Хороший знак. Так, еще неожиданность. Человек на букву К. Если вас зовут на букву К, неважно, вы мужчина либо женщина, готовьтесь к большому сюрпризу. Вам идет сюрприз. Сюрприз вам будет сделан с любовью, с признательностью, либо в благодарность. Да, возможно, вы каким-то людям помогали, либо для кого-то что-то делали, либо ваш любимый человек вот решил сделать вам сюрприз. Если вас не зовут на букву К, но в вашем окружении есть человек на букву К, держитесь этого человека. Этот человек, он как этот ящик с сюрпризом, да, он все может, все умеет. Возможно, именно этот человек решит вашу проблему, либо даст вам классную подсказку. Да, может быть, вы там годами дружили и не знали, что у человека есть какие-то таланты, способности, либо связи, да, могут быть. А человек очень многое может, да, очень как активно с кем-то общается, да, кто может решить вашу проблему, либо вмешаться в ваши дела. То есть, да, держитесь человека на букву К и делитесь с этим человеком, особенно если есть какие-то проблемы, либо вам нужна помощь, обязательно расскажите. Для вас может стать большим сюрпризом, что человек там в легкую щелчком пальцев решит ваш вопрос. Да, человек на букву К. Дальше, мои хорошие, работа, скорее всего, да, работа. Если у вас был какой-то кризис на работе, в делах, в бизнесе, ну, допустим, да, там упал спрос, проблемы на работе с коллегами, с начальником, в принципе, такая работа, что радости не приносит, все силы выматывает. Вот как будто бы работали вы под луной. Луна, она искажает, луна, она светит, но не греет, и под луной картинка неполноценная, да? Нет красок, нет радости, нет счастья. Вот эта луна, она заходит, и солнце всходит. Это очень хороший знак. Знак того, что вы все можете изменить. Вы можете вывести ваш бизнес на новый уровень. Да? Работа будет приносить больше денег. У кого-то, вот если по найму работаете, это знак повышения. Повышение не только зарплаты, но и в должности. Да? Какие-то новые прекрасные карьерные перспективы. Ну, луна уже заходит, практически там, ну, чуть-чуть осталось, да? А солнце уже начинает сходить. Вот это зарево солнечное появилось. Солнца самого еще нет, но зарево уже появилось. Вы прям, знаете, сердцем будете чувствовать, что вот-вот что-то произойдет, вот-вот что-то случится, да? Если вы прям там уже категорично решили там уйти, уволиться, закрыть свой бизнес, обождите. Обождите, потерпите, поверьте, будет вам приятная неожиданность, да, будет вам приятный сюрприз, либо подарок судьбы. Солнце взойдет, это ваше солнце, солнце вашей карьеры, либо ваш бизнес, ваши заработки. То есть все еще наладится, даже лучше, чем наладится, да, тут прям порадуетесь. Не спешите с решениями, с какими-то кардинальными действиями, радикальными действиями, пожалуйста, не спешите. Так, у вас тут еще рыба, смотрите, какая. Рыба слева. Рыба, которая должна достаться вам. Это деньги. У кого-то деньги, у кого-то любовь. Но мне больше идет, что это про деньги. Эту рыбу к вам как будто бы кто-то не пускает. Причем, ну, как рукотворно, да, ее там ходят, пугают, гоняют. Либо это может быть даже магическим путем, да, вас могли сглазить, либо крадник, либо какая-то клевета, наветы, ну, какая-то преступная деятельность, да. Рыбу к вам не пускают. Но эта рыба найдет путь, вот как-то она поплывет в обход, да, в обход, и к вам она приплывет. Деньги к вам придут.
наперекор, вот наперекор этим двум людям, которые мешают, да, деньги все равно к вам придут. А может быть, из-за этих людей вы не можете деньги получить. Они пытаются себе эти деньги присвоить, прикарманить. Но вот рыба найдет путь, деньги найдут путь, чтобы к вам попасть. Не спрашивайте, как. Вы все разные, тут можно до бесконечности предполагать, но деньги найдут путь к вам. Деньги придут. И вчера у меня в отсыпке тоже было про деньги, да, что вот деньги, вам идут деньги. Ну вот есть какие-то вредители, недоброжелатели, которые пытаются вас этих денег лишить. Ну, либо хотят, чтобы жизнь ваша была такой, знаете, тяжелой, да, без денег. Так, еще неожиданно, вот-вот, какое-то средство, лекарство, не знаю, что, таблетки, микстуры, может быть, какие-то народные там эти средства, сборы там травяные, допустим. Какое-то лекарство к вам попадет. Либо кто-то с вами поделится информацией, что вот именно это лекарство, оно помогает. Мне вот идет лекарство. У вас есть проблема со здоровьем, либо с внешними какими-то моментами, там, не знаю, волосы выпадают, либо кожа сухая шелушится, либо раздражение какое-то. Вам кто-то скажет, что вам нужно принимать для того, чтобы избавиться от этой проблемы. И средство какое-то такое, знаете, там не миллионы, миллиарды стоит, а вполне себе приемлемо, да, либо вообще копеечное средство. Но оно так здорово работает, оно так хорошо помогает. Вы прям ахнете и скажете: ах, почему раньше я не узнала, да, если бы я раньше знала, либо знала, я бы столько вот не мучилась, не страдала, и столько бы денег не спустила на псевдоврачей, псевдо другие препараты. Ну вот мне идет что-то, что лечит, помогает, решает вашу проблему. Медицинское, либо народное, ну вот какое-то лекарство. Так, для кого-то еще неожиданностью станет, что кто-то заболеет, а вы очень надеетесь на этого человека. Ну вот, я вам так скажу, вот как я вижу, да, что тот, на кого вы надеетесь, он вам не помощник, и этот человек даже не поможет, а навредить может. Вот, и человек заболеет не просто так, а здесь как будто бы, ну, сама судьба отводит, да, сама судьба. С этим человеком вы пропадете, а без этого человека вы справитесь, да, вы свою проблему решите, либо добьетесь того, что вам надо. Человек не помощник, человек как вредитель, да, может все испортить. Поэтому, если кто-то заболел и не может выполнить свое обещание, вам не нужно расстраиваться, а просто понимать, что таким образом высшие силы вмешиваются, либо судьба вмешивается для того, чтобы вам не мешали, для того, чтобы вам не вредили. Не впадайте в панику, вы все можете, вы все умеете, у вас все получится. Верьте в себя, доверяйте себе, и все будет хорошо. Человек буквально, вот, я не знаю, сляжет, да, с температурой высокой и скажет: ну, слушай, я заболел. И вы такая: понятно, вредитель, значит, буду делать сама. Вам бояться нельзя. Да, вот как только вы поймете, что вам бояться нельзя, вам все дороги и все двери откроются, все сердца откроются. Вы будете получать то, что вы хотите. Как только перестанете бояться, и уйдет вот эта неуверенность в себе. Вы очень очаровательный человек, у вас особый шарм. И что вам нужно делать? Себя показывать, да, ходить самолично, там, с кем-то общаться, чего-то добиваться. И у вас будет получаться. Мне именно так идет. Так, и еще. Тут что-то сбудется. Здесь скорее и вы будете удивлены, и вы этого не ждете. И другие люди будут сверхудивлены, шокированы будут, и они этого прям совсем не ждали. Какие-то люди, вы с ними что-то обсуждали, вы говорили, может быть, предупреждали, может, советовали, может быть, что-то им предвидели, предсказали. И эти люди такие: она ошиблась, такого быть не может, вот сейчас мы проверим, и вот будем ее высмеивать, да, стебаться над ней будем, либо над ним, да, может, вы, мужчина, смотрите меня. А вот все случится прям тютелька в тютельку, как вы сказали, как вы предсказали. И эти люди прибегут к вам сами не свои, белые, как простынь, глаза на выкате,
дрожащими голосами будут перед вами извиняться, будут говорить, ну, что все сбылось ровно так, как вы предсказали, что они такие глупые, там, будут просить прощения, что не поверили вам. И эти люди прям заискивать перед вами будут. Ну, конечно, вы предсказываете, вы предвидите, а может быть, вы так аналитически просчитывать умеете, да, и с таким человеком нужно общаться. Это же чудо, да, что есть возможность у кого-то спросить, и кто-то может дать вот такую четкую рекомендацию, четкий совет, либо предсказание. Да, прям будут обхаживать вас. Вы меня извините за это слово, но мне идет, что вот прям будут подлизываться к вам и будут всячески подчеркнуто показывать свое особое отношение и ваш привилегированный статус для них. Да, вот как-то так пойдет. Так что вы молодец, и почему бы и нет. Да. Дальше, мои хорошие, вот-вот произойдет какое-то событие, связанное с выяснением отношений, либо с каким-то спором. А вот тут я вижу, что вы, ну, несмотря на то, что вы очень терпеливый, добрый человек, вы как-то вопрос поставите ребром. Либо вы, ну, вот ультиматум какой-то объявите. И будьте уверены, что вот человек там, ну, скажет: нет, я не хочу, я тебя не поддерживаю. Но человек поступит ровно наоборот. Человек очень сильно испугается, что вас потеряет. Человек буквально поменяется в лице, и человек начнет идти на попятную, дико извиняться, даже как-то унижаться перед вами, да, вот прям такое вот необычное действие показано. Может, на работе, да, на работе там начальник будет перегибать палку, а вы скажете: да идите вы на 3 буквы, да, я увольняюсь. И начальник либо начальница очень сильно испугается и начнет говорить: да ну ты что, не надо, пожалуйста, извини меня, я не хотела, да, вот какие-то такие моменты. Либо вы там с парнем, с мужем, ну, либо с женой, там, с братом, с сестрой, да, выясняете отношения и говорите: ну все, больше меня не увидишь. И, ну, человек очень сильно испугается и пойдет на попятную, да, вот в каком-то даже униженном состоянии находится. Не хочет вас терять, не готов и не будет вас терять этот человек. Видите, в споре истина и выяснится, да, в этом выяснении отношений все выяснится, кто вы, а кто этот человек, и кто важнее, и кто кому нужен на самом деле, да, кто без кого не справится, да, все выяснится. Так, еще я вижу вас перед каким-то зданием, не знаю, что это, здание, дом, жилой комплекс, может быть, какое-то учреждение. Вы стоите и глазам своим поверить не можете, что вам туда нужно идти. На вас это здание производит какое-то особое впечатление. И вам, возможно, казалось, что, ну, туда вам путь закрыт, да? Что, ну, не будет такой возможности туда попасть. А тут прям, понимаете, перед вами двери распахиваются, и вас вот такими приглашающими жестами, да, подзывают. Ну вот прям попадете, где к вам очень уважительно будут относиться, где вас точно не обидят, но где вам будут чрезмерно рады. Что-то, может, предлагать будут, что-то давать, объяснять, советовать, там, консультировать. Но опять же, вы разные, и самый вот этот главный момент — ваше ощущение на пороге этого здания, либо на пороге этого дома, там, не знаю, квартиры, чего, организации. Прям глазам своим поверить не можете, что вы туда идете, да, что вас там ждут. Раньше, возможно, вы об этом не думали, либо вам казалось, что невозможно, да, ну вот, случится. Так, еще вижу, что одним выстрелом вы сразу как будто бы в 2 цели попадете. При этом вы об этом не думаете, вы на это не рассчитываете, вы наоборот уверены, что у вас ничего не получится, либо вы не справитесь. Но при этом окажется, что вы супер меткий и умелый стрелок. Вот тут вы сами от себя в шоке будете. Даже особо целиться не будете, вот знаете, наобум, да? Вот стрельнут, куда попадет, туда и попадет. Не ждете, но вот 2 цели вы покроете. Мне так идет. Прямо аж ручки затрясутся от восторга, от удивления. Вообще вы очень способный и талантливый человек. Я не знаю, почему вы так к себе относитесь и почему так в себе сомневаетесь. Ну, смотрите, это не первая ситуация, где вы себе не верите, либо в себе сомневаетесь, недооцениваете себя. Надо вам как-то проработать этот момент, да, к себе как-то по-другому относиться. Я же говорю, бояться. Вам нельзя бояться и сомневаться.
Вот сразу, видите, одним выстрелом 2 цели покроете. Так как вы, никто другой не может. Вот поверьте, никто не может. Только вы можете. У вас особый талант это делать. И у вас это получится. Так, и еще неожиданно будет, как кто-то передумал. Да, вы все разные. У кого-то отыграется, что кто-то передумал, а у кого-то отыграется, что, ну, там по ошибке, например, да, ну, либо резко поменяется ситуация. Я вижу, что вам где-то в чем-то отказали, либо, ну, вот согласие кто-то не дал, разрешение кто-то не дал, либо просто сказали, что вот сейчас нет, да, нету, либо вам отказано, да, вот какой-то такой момент прошел, который вас немножко расстроил, но с другой стороны вы, возможно, даже не особо, да, как-то на это обиделись, да, может быть, готовы были к тому, что вы получите такой ответ. Ну, либо подозревали, предвидели заранее, что, возможно, вам скажут нет. А теперь вас буквально оттуда разыскивают, где вам сказали нет, либо человек, который сказал нет, разыскивает и говорит, вот знаешь, там ситуация поменялась, либо там освободилось место, либо появилась возможность, либо извини, по ошибке мы тебе отказали, там не проверили, либо перепутали. И вот там, где был отказ и нет, теперь там твердое да. И, кстати, я уже это тоже видела, как информация повторяется. Возможно, вы не были на той отсыпке, но пришли на эту, да. А возможно, вы там не поверили, но вам подтверждают, что да, там, где было нет, будет да. Ну, это приятно, это очень приятно. Тут как бы сама судьба, да, вот вам все-таки там быть, либо воспользоваться, поучаствовать, поиметь, как присоединиться, да, еще такой может быть вариант. Но вот вам говорят уже да. Так, и еще я вижу у вас, ну, какого-то человека, кто, ну, как допрыгался, доигрался. Человек ворон гоняет, а вороны прям нападают на этого человека. Ну, вороны — это плохие вести, это проблемы с законом, ну, либо какие-то серьезные напасти, да, так можно сказать. Человек пытается их, ну, как отогнать, не подпустить к себе, но их так много, что с ними не справиться. Прям атакуют этого человека. Этот человек играл в темную, этот человек был абсолютно нечестным. Все, что имеет, всего, чего добился этот человек, то все было нечестным путем. Вы от этого человека тоже пострадали, потому что то, что имеет этот человек, ну, частично должно было быть вашим, либо полностью должно быть вашим. Вот. Но человек думал, что вот я такой хитренький, либо я такая хитренькая, и я вот могу. Да, если я такая умная, значит, я могу все себе прикарманить. Ну, не тут-то было. Вороны налетят, и от этого человека ничего не останется. Просто вот склюют этого человека. А то, что должно было быть вашим, ну, оно к вам вернется, либо вы это получите. То есть для вас будет, во-первых, неожиданно, что на человека вороны напали, да, плохие какие-то события пришли в жизнь. Потом вы узнаете, что этот человек все, что имеет, нечестно нажил, и у вас подтянул, да, оттянул от вас. И неожиданность того, что вам это все вернется, ваше вам вернется. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.